Добрый вечер. Вы смотрите новости на Якутии-24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Очередное снятие ограничений. В Якутии отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями при прохождении полного курса вакцинации. Вопросы по мерам господдержки. Замгенпрокурора в рамках визита в республику встретился с резидентами ТОР Якутия. Пожарная безопасность. В столице и пригородах начались массовые рейды частных гаражей. В Якутии отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями при прохождении ими полного курса вакцинации. Также возобновляется работа игровых комнат, ледовых катков и соляриев, пунктов проката лыж, ледовых горнолыжных парков при соблюдении санитарных норм. Соответствующий указ главы республики вышел сегодня, 3 февраля. Обязательным условием для переболевших и для тех, кто еще не болел, остается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания – это маски и респираторы. Требование о соблюдении режима самоизоляции отменяется для лиц и граждан старше 65 лет, а также для граждан, имеющих хронические заболевания, через 42 дня после первой вакцины против новой коронавирусной инфекции. Относительно же граждан, которые непосредственно переболели и находились на самоизоляции, такое требование отменяется временно. При этом необходимо обратить внимание на то, что лица старше 65 лет и, соответственно, а также лица, которые болеют хроническими заболеваниями, если в течение, они могут быть непосредственно для них режим самоизоляции отменяется в период 6 месяцев с момента того, когда лицо считается выздоровевшим. Что значит переболел? Это значит, перенес все клинические признаки заболевания и был включен в соответствующий федеральный регистр. По истечении 6 месяцев после выздоровления граждане должны либо вакцинироваться, либо для них будет, если в целом по республике будет продлен режим самоизоляции, будет, соответственно, действовать режим самоизоляции. А по заболевшим цифры следующие. За минувшие сутки выявили 100 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в Якутске 40 случаев, в Мирнинском районе 17, в Алданском 8, в Нерюнгринском 6, во многих других районах от 1 до 5 случаев заражения. За сутки лаборатории республики провели 2024 теста. В Чурапчинском районе эпидобстановка на сегодняшний день остается непростой. С начала пандемии до сегодняшнего дня в районе зафиксировано 797 случаев заражения. Это 3,8% от числа всего населения района. Из них выздоровели 775 человек. На данном этапе в стационаре находится 7 человек. Амбулаторно лечится 4. В Якутске проходит лечение 5 человек, скончались 6. На самоизоляции по Улусу находится 35 граждан. Вакцинация населения препаратом КАМ-ковид-ВАК началась с 4 января и проводится в 2 этапа. На сегодняшний день у нас в районе вакцину «Спутник Ви» получили 415 человек. Это из 500 вакцин, которые прибыли к нам. В первом квартале у нас в плане 1500 ориентировочно доз должны поставить. Ну и те, кто получили вот эти 415 человек, протекает все спокойно. Ну, были кратковременные небольшие недомогания, но они первые 2-3 дня проходят и не вызывают никаких опасений и является безопасной вакциной. Полный очный формат обучения в средних общеобразовательных школах республики ожидается в феврале. Это могло произойти раньше, но в связи с устойчивыми морозами учеба шла только дистанционно. Более половины детей республики сейчас занимаются в смешанном формате. Это очно и дистанционно. Об этом сегодня сообщил зампред правительства Сергей Местников. Что касается учреждений профобразования и высших учебных заведений, то на федеральном уровне сегодня уже начинают постепенный переход на
обучение детей в очном формате в учебные заведения, и определенные оперативные штабы также получают определенные сигналы. И с этой точки зрения в нашей республике тоже мы определили план перехода студентов на очный формат учебы. Если касаться профобразования, то это середина февраля, а если это высшее учебное заведение, то с марта месяца мы ожидаем на переход на очный формат обучения. Зам генпрокурора России Дмитрий Демешин в рамках рабочего визита в Якутию встретился с резидентами территории опережающего развития Якутия. Стороны обсудили вопросы совершенствования мер государственной поддержки. Предприниматели, в свою очередь, высказали предложения относительно льготных механизмов энергоснабжения. В настоящее время на ТОР Якутии работают около 20 резидентов, и каждый из них создает площадки для широкого ряда производств, в том числе и в сферах растениеводства, животноводства, лесозаготовки и прочего. Так, Дмитрий Демешин сегодня посетил тепличные комплексы «Саюри», где заслушал вопросы и предложения. Осмотрел технологию, отметил, что в нашем климате это действительно уникальный проект. Также мы посвятили в дальнейшее развитие проекта, о том, что проект будет в дальнейшем расширяться, увеличивать свои мощности для того, чтобы снабжать наше население действительно полезными овощами, также в перспективе и фруктами и ягодами. Также заместителю генерального прокурора России был представлен проект ювелирно-гранильного кластера СЭБМ. Это также резидент ТОР Якутия, который рассказал о своей деятельности, о деятельности своих резидентов, представителей малого бизнеса, о ювелирах, о гранщиках. В столице республики и пригородах начались массовые проверки частных гаражей на предмет противопожарной безопасности. Так, сегодня сотрудники МЧС провели рейдовые мероприятия в поселке Жатай. Репортаж Дмитрия Тымырова. Здравствуйте. Здравствуйте. Первая точка и сразу нарушение. Огнетушитель в нерабочем состоянии. Он в рабочем состоянии. Датчика не видно. Тут Это пенный. давление мы не можем сейчас проверить. Проверьте. Так, срок эксплуатации тоже не видно. Обозначение словное, ничего не видно. Его заправляют. Также отсутствует паспорт на огнетушитель. При этом хозяева спорят, что у них все хорошо. Средства противопожарной безопасности, по их словам, они обновляют каждый год. В гараже у меня еще стоит огнетушитель, есть полотно. И это самое, песок, естественно, замерз. Там ящик стоит у меня. А в доме у меня стоят датчики, нам датчики ставили. Простые, с кроной. Так как там сейчас ремонт, я не могу вас пригласить. Но датчики стоят. Так как положено, как выдавали технику безопасности, эти технадзор паспорта выдает, вот по ним и строили все. А вот во второй точке, в отличие от первой, отсутствовали практически все меры безопасности. Также здесь произошел вопиющий случай. Хозяйка на глазах специалистов МЧС из-за своей невнимательности чуть ли не подожгла свой гараж. Ой, провод, сейчас уберите провод от горячей, видите, погорел уже, горит все. После сотрудники МЧС попросили женщину убрать самодельную пушку подальше и не пользоваться им в дальнейшем. Такие изготовления являются грубым нарушением, могут повлечь за собой пожар в гаражах. Мы ежедневно проводим рейды профилактические и ежедневно находим такие кустарные производства изготовлений. Экономия и пренебрежение техникой противопожарной безопасности чревато серьезными последствиями. В случае ЧС люди могут расплатиться не только своим имуществом, но и жизнью. Только с начала этого года на территории региона зафиксировано более 200 пожаров. Из них в гаражах 56. По городу Якутску всего с начала года зафиксировано 79 пожаров. Из них 17 пожаров произошло в гаражах. Основные причины возникновения пожаров в гаражах – это нарушение правил пожарной безопасности и эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления, а также неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. Люди рады, что в рамках таких рейдовых мероприятий без каких-либо карательных мер им напоминают и предупреждают о мерах пожарной безопасности. Ведь в суете будних дней люди зачастую забывают о самом главном. Конечно, нужно. Где-то, может быть, и старые гаражи стоят, которые уже требуют конкретно капитального ремонта, а люди как-то думают, потом. Конечно, надо.
Всего в рамках данного рейда сотрудниками МЧС на каждой точке были выявлены нарушения. С собственниками частных гаражей была проведена профилактическая беседа и были розданы памятки и брошюры о соблюдении противопожарной безопасности. Дмитрий Тимыров, Павел Никифоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В поселке Нижний Бестяк состоялся обучающий семинар на тему меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Участие приняли граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, главы крестьянских хозяйств и специалисты сельского хозяйства поселений Мегино-Кангаласского района. Семинар дал возможность сельчанам узнать о мерах господдержки в 2021 году, также про основные критерии, требований, изменений для получения грантов агростартапа и развития семейной фирмы. С нашего района ежегодно участвуют в этих грантовых поддержках более 20 человек, и конкурс проходит 5-6 человек. К примеру, в прошлом году по программе «Агростартап» прошли 4 человека и организовали крестьянское хозяйство и сейчас успешно работают. В семейном направлении в прошлом году участвовали 3 хозяйства и 1 фермер прошел. Сейчас он получил государственные поддержки и строит коровник в селе Техтюр. В Якутии социальные услуги теперь можно получить через приложение госуслуги по электронной записи без очереди. Есть возможность получить таким образом бесплатные юридические услуги, услуги сиделки, то есть присмотр сиделкой пожилых и инвалидов, значительно или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в посторонней помощи на дому. Кроме этого, имеется электронная запись на получение реабилитационных услуг, которые предоставляют профильные центры и общественные организации инвалидов, и на получение психологических услуг, в том числе получение экстренной психологической помощи. Услуги предоставляются государственными и частными организациями. Часть из этих услуг на бесплатной основе, остальное на договорной основе между получателями и поставщиками социальных услуг. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00. До встречи. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте в курсе.